Здравствуйте, друзья! Сегодня мы продолжим рубрику о счастливых судьбах, о собачках, которым повезло встретить правильного человека, от решения которого зависело жить или не жить нашим бездомышам. Сегодня о Чаке и Дике. Год назад они были бездомными, жили в Подмосковье, не были похожи на уличных, а больше на выкинутых, потому что вели себя растерянно. Их было 4, когда нам о них рассказали. Они держались вместе и не знали, куда податься, где раздобыть еды. Они никуда не бежали и осторожно поглядывали на проходящего человека, тянули мордахи, побаивались, да и просить еду они не умели. Тогда, в марте прошлого года, мы с Наташей, узнав о них, приняли решение забрать всех. Каждая забрала на кураторство по 2 собачули. Мне достались скромные, стеснительные мальчишки Дик и Чак. Послали за ними гонца, зоотакси, попросив местную жительницу попридержать пару часов до приезда, завести в свой дом. Итак, приехали они к нам на передержку аж на целых 10 месяцев. И у меня не доходили руки рассказать вам о моем прибавлении. Когда спасаем, о ком-то рассказываем, о ком-то нет, некогда, не успеваем. Спасаем других, бежим дальше. Поток живых, несчастных, нуждающихся. Передерживаем, стерилизуем, кормим, прививаем, заботимся, любим, вкладываем душу и, конечно же, ищем семью, чтоб так же любили и так же заботились. И вот недавно наши подопечные наконец-то разъехались. Дик, теперь он Малик. Каким же он трепетным и чутким оказался, когда попал в семью Татьяны, к которой он приехал на пристройство. Как же он раскрылся, все его лучшие качества при индивидуальном подходе. И как она сама полюбила его, прониклась к этому благородному, воспитанному мальчишке и смогла же все-таки найти ему подходящую, такую же заботливую семью. Ему много уделяют времени, его любят, много гуляют, о нем заботятся. Татьяна, спасибо вам большое за все, что проделано, за весь труд. Das mittlerweile sicher schon warm, deswegen. Ich bin aber schon für die Wangen sind echt schlecht. Wie deine Spitze? Was ist los? Hm? Есть Эльдар. О, бабушка с игрушками. Малик.
Er sah wie vielleicht als landwirtschaftlichen Weltmarktführer im Weizengeschäft. Aber er wollte, dass jede Farm unabhängig ist und zur Selbstversorgung Gehen da spazieren. anbaut und Vieh züchtet. Es war eine große Vision. Was nicht verarschen? Hat ihr meine 5 dabei oder so? Weil ihr wart Silvester bärendick alle. Die Stunde noch 400 Euro. Ich war das obere. Ja, Chef, da kommt auf jeden Fall das Geld an. Malik. Weil der Schlüssel von allen. So aus, als ob du ein kleiner Hund wäre, weißt du, der liegt so flach. А также и второму нашему мальчишке, Чаку, тоже повезло. Он тоже уехал в семью. Он изначально был посмелее, чем его брат, и тоже добрый, и пораньше уехал в семью. Будьте счастливы, добрые наши мальчишки. Мы очень старались, и думаю, у нас получилось. Друзья, а также 3 котика у нас уехали в семьи. 2 – это те, которых спасла на дачах уже в мороз Тамара, приехавшая проведать дачу. И они, замерзающие, никому не нужные, брошенные дачниками, жались друг к другу. Явно была бы им погибель там. Забрала, провакцинировала, и прилетели они вскоре в Москву. Лапочкой. Лапочкой. Ты, говорит, чего там, братик, не лезешь? Не идешь кушать. Вот это какой красивый. Вот какой красивый. Лапкой трогает. Пододвигает к себе. Вот какой хороший. Желе, да? Мы любим лучше желе. Молодец. Бери кусок побольше. Сейчас еще добавим. Это мы просто червячка замариваем в дороге. Ой. Ой, как пододвигает. Серый, ну ты вообще. Ты слишком такой хитрый и умный. Извини, братик, забыл дома корм. Корм забыл. Ой, лапочку, да, лапочку поставь в чашку, чтобы больше подогрело. Вау, вау, вау. Конечно. Вон там Лизонька. Вон Лизонька боячка. Вон Лизонька боячка. А есть у нас маленькая еще чашечка для Лизоньки отдельно. Никто не откликнулся тогда на них, кроме одной доброй женщины Алины. Огромное спасибо, которая взяла на передержку 22-ми по счету. Взяла тогда 3, а по истечении 2 месяцев 2 котиков уехали в семью Светланы. Светлане тоже огромное спасибо. 3 кошечка Лизонька осталась еще на передержке.
А также чуть ранее в семью уехала кошечка Плюша, спасенная и вывезенная из той семьи, в которой собирались усыпить всех кошек после болезни хозяйки. Тогда мы смогли вывести только 4. И вот только одной из 4 мы нашли семью, а 3 также остаются на платной передержке в Москве. Радостно, конечно, за тех, кто уезжает в семьи, и грустно, что еще около 10 кошек остаются по передержкам на моем кураторстве. За передержки надо оплачивать, корм надо покупать, а на них, как правило, всегда не доходят руки и нет помощи. И пока они есть на передержках, значит не спасти многих-многих других замерзающих в том же Якутске. И вот, наконец-то, наша опекаемая Мия. Помните, спасение ее началось 1,5 года назад со всем ее семейством и красивым потомством. Уехала она также в семью. Так же, как ее дети и ее муж Оскар. Девушка она у нас с характером была, себя в обиду не даст, цену себе знает. Вылеченная от венсаркомы, но не место ей было на большой передержке среди большого количества собак. Не любила она их, а всех пристроенных этого потомства, а это еще 5 хвостов, у нас были ролики ранее. Смотрите, подписывайтесь на наш канал. Наконец и этой красавице нашлась семья. И Мию засобирали в дорогу. Проверили ее хромающую ножку. Хорошо, что ничего серьезного. Сделали рентген, почистили зубы, сдали анализы и навели у грумера красоту. Прощай, тяжелая жизнь в Якутске, массовка в Москве. Девочка наша вытащила счастливый билет. Пожелаем счастливой, долгой жизни, жить в любви и заботе. И огромное спасибо всем участвующим в спасении этой семьи. Будь счастлива, Мия.